Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В этом выпуске центральной темой мы выбрали все противоречия и разброс мнений по поводу концепции внешней политики Абхазии. Этот документ, подписанный президентом Асланом Жане 7 декабря, по сути утверждает основные принципы развития внешней политики нашей республики, такие как приоритет национальных интересов, активное реагирование на внешние вызовы и угрозы, многоуровневость внешних контактов, открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения. В данной концепции также основными направлениями внешней политики провозглашаются укрепление и развитие взаимовыгодных союзнических отношений между Абхазией и Российской Федерацией, урегулирование отношений с Грузией, развитие взаимоотношений со странами, признавшими независимость Республики Абхазия, взаимоотношения с Турецкой Республикой, налаживание взаимодействия с государствами, входящими в состав СНГ и Евразийского экономического сообщества, а также развитие отношений со странами Европейского Союза. Каждый из пунктов удостоился отдельной статьи в концепции, и самым спорным из них стал тот, где шла речь об урегулировании отношений с Грузией. Конкретно недовольство вызвала следующая цитата из концепции. Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках международных женевских дискуссий не представляется возможным. С осуждением данного пункта концепции выступила республиканская общественная организация АРУА. Они обратились к руководству республики с требованием исключить из концепции этот пункт, предполагающий дополнительный формат переговоров с Грузией. В заявлении АРУА говорится: фактически данный пункт в случае его реализации отодвинет на второй план женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Саркози-Медведева. Таким образом, руководство Абхазии собственноручно понижает статус переговорного процесса, так как пока в Грузии действует закон об оккупированных территориях, с нами напрямую и на равных никто говорить не будет, убеждены в АРУА. В то же время мы лишимся международных посредников и высокого статуса переговорного процесса, как это происходит в Женеве, если выходим на прямые переговоры с Грузией, подчеркивается в заявлении АРУА. В абхазском МИД считают, что подобная интерпретация положения концепции носит достаточно произвольный характер. Дополнительный формат многоуровневых переговоров, создание которого допускается в концепции, никак не может исключить или подменить существующий формат женевских международных дискуссий, в рамках которого сегодня официально представлена Республика Абхазия, уверены в МИД. Соответственно, даже в случае возможного согласованного решения о создании подобного дополнительного формата не может произойти автоматического понижения статуса нынешнего переговорного процесса. Далее в концепции нигде не сказано о необходимости выхода на прямые переговоры между Абхазией и Грузией без участия Российской Федерации и других международных посредников. Ни президент, ни Министерство иностранных дел не ставят своей задачей участия в прямых переговорах с Грузией, говорится в заявлении МИД. Глава Совета Безопасности, в прошлом много лет возглавлявший Министерство иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, тоже ничего противоречащего государственным интересам в концепции не усматривает. В интервью «Эхо Кавказа» он заявил о том, что не понимает, как можно уходить от диалога, когда есть конфликт. Цитата: «Я вижу опасность в том, что дипломатии нет. Сама по себе дипломатия никакой опасности нести не может. Если кто-то опасается, что абхазская сторона путем переговоров может уступить какие-то свои принципиальные позиции, то в этой концепции как раз и написано, что диалог с Грузией может быть основан только на взаимном признании. Я не вижу твердой аргументации под заявлениями о том, что переговоры нецелесообразны. И я не считаю, что большинство в обществе настроено против
против диалога. Таких исследований никто не проводил, говорит Шамба. Мы просто заявляем, что готовы разговаривать и считаем, что дипломатия единственно возможный путь для наших взаимоотношений на сегодняшний день, заявил Сергей Шамба. Высоко оценила концепцию внешней политики представитель гражданского общества, директор Центра гуманитарных программ Арда Иналапа. По ее мнению, никаких принципиальных расхождений в подходах к внешней политике с теми, что существовали ранее, в новой концепции нет. То, что в концепции обозначено создание других форматов переговоров со страной, с которой мы находимся в конфликте, это говорит фактически о возвращении этого статуса стороны конфликта, что очень важно для Абхазии. Важно и для представительства в международных структурах, считает Арда Иналапа. По ее мнению, в последнее время стало распространяться такое странное, мягко говоря, мнение, что конфликта с Грузией не существует. На самом деле решен вопрос статуса абсолютно бесповоротно абхазского государства как независимого государства. Но от этого конфликт никуда не делся, потому что как тогда объяснить все проблемы, которые возникают у нас из-за деструктивной позиции Грузии во внешнем мире? Мы попросили комментарий по данному вопросу председателя Комитета по международным делам парламента Республики Абхазия Астамура Логуа. Здравствуйте, Астамур. Здравствуйте. Астамур, вы возглавляете Комитет по международной политике в парламенте. И как вы лично оцениваете концепцию внешней политики? В чем, на ваш взгляд, ее плюсы и минусы? Спасибо за вопрос. В первую очередь я хотел бы немного предысторию рассказать появлению этой концепции. Вы знаете, что в современном мире и вообще у каждого нормального государства есть какой-то план работы, концепция, доктрина, как угодно это можно называть, по внешней политике. И у нас были слушания, организованные нашим комитетом в парламенте по предложению общественных организаций, таких как АРУА, ветеранских, где мы обсуждали вообще внешнюю политику в регионе в целом и говорили о том, что, безусловно, нам необходима своя современная внешнеполитическая концепция. И тем самым, подводя итог того круглого стола, мы обратились к президенту, в котором одним из пунктов было, значит, наше желание, предложение, скажем так, общее. Кстати, я готов сказать, что это предложение было поддержано абсолютным большинством политических партий Абхазии, за исключением одной партии, которая просто не смогла присутствовать на этом мероприятии. И президент, в свою очередь, надо отдать должное, откликнулся, значит, поручив Министерству иностранных дел подготовить такой проект концепции. Значит, было поручение президента Министерству иностранных дел. Затем на этапе формирования этой концепции хочу отметить, что в том числе я и мои коллеги, не весь депутатский корпус, но часть коллег, мы были гостями Министерства иностранных дел, обсуждали конкретные, значит, позиции, конкретные статьи этой концепции. Тут я готов сказать, что, значит, мы очень серьезно, то есть большое внимание уделили взаимоотношениям Абхазии и Турции. Значит, мы большое внимание уделили, значит, в этой концепции тому, чтобы Абхазия наконец-то вернулась на Северный Кавказ. Я именно так это называю, потому что мы почему-то оттуда ушли, и нас там нет, а мы там должны присутствовать, чтобы никакие другие силы туда не приходили и не разрушали наши братские взаимоотношения с республиками Северного Кавказа. И это тоже отражено в данной концепции. Это вот что касается, скажем так, не то что работы, но предложений конкретных депутатов, которые на стадии формирования этой концепции присутствовали, приходили в МИД, проводили консультации и предлагали вот свое, значит, видение. То есть она не принималась в тиши кабинета, как об этом говорят? Нет, вы знаете, тут я должен еще раз разъяснить ситуацию. Я говорил о стадии формирования, когда мы ходили туда и говорили о, вот, например, развитии отношений с Турцией или Северным Кавказом. Какие-то пункты просили и убрать из этой концепции. Я не хотел бы сейчас о них говорить, это будет некорректно и так далее. Но, значит, затем, когда была подготовлена концепция, мне прислали в Комитет по международным делам концепцию для ознакомления, хотя я с ней был хорошо знаком. Алхас Алексеевич Квициния, глава администрации президента, прислал для ознакомления. Нет такой формулы, нет такой формы, что, значит, концепцию согласовывает парламент. Однако, ввиду того, что это была наша инициатива, и мы были причастны к ней, нам прислали эту концепцию до момента еще ее подписания президентом.
Значит, это было на одном из понедельничных заседаний в парламенте. 24 человека, 24 депутата парламента присутствовало на заседании. Ну, я принял решение, во-первых, размножить этот материал, раздать коллегам и сказать, что, друзья, в ближайшее будущее, в будущем надеюсь провести расширенный комитет с представителями партий и общественных организаций. Но до этого ознакомьтесь, вдруг у кого-то будут какие-то предложения, и мы живо их обсудим, передадим, скажем так, тем, кто ее написал. Ну, прошло там недели две. Никаких предложений не было от тех коллег, которые получили данную концепцию. И я должен отметить, тут знаете, чтобы не было двух мнений, да, может быть в какой-то степени и мы не успели провести вовремя комитет и так далее, там какие-то сложности были в это время, как раз прошло 2-3 недели, и тут была уже Женева на носу, я уезжал в Женеву на вот эти женевские дискуссии, и потому решил перенести, и коллегам сказал, что по возвращению мы обязательно проведем, опять же, расширенное комитетское заседание, куда пригласим партии, общественные движения, и хотел бы показать вот нашу совместную, скажем так, работу на предыдущей встрече, что она дала результат, и эта концепция наконец-то появилась. У меня была мысль такая, однако, находясь в Женеве, значит, я увидел, что концепция уже подписана президентом, хотя у меня лично она никаких спорных, скажем так, вопросов не вызывает, да. Ну, я вернулся и услышал, что в Абхазии вот горячо обсуждают ее, какие-то конкретные пункты, и это не есть плохо, это хорошо, когда у людей разное мнение, надо садиться, обсуждать. Самым противоречивым пунктом этой концепции стал пункт о том, что Абхазии нужен новый формат переговоров с Грузией, а также помимо женевских дискуссий. И это учитывая то, что вы недавно сами присутствовали в Женеве на 51-м раунде дискуссий. Как вам кажется, действительно ли нужен новый формат переговоров? Вы знаете, это такая непростая очень тема, что касается вообще женевских дискуссий, их итогов, правильно это, неправильно вообще участвовать в них и так далее. Бытует разное мнение в обществе. Однако я бы хотел, во-первых, немножко поправить вас, не нужно ли, а допускается возможность, это все-таки немножко разные вещи в концепции, так прописано, допускается возможность многоуровневых переговоров с Грузией. Значит, я раскрою вам свое понимание данного термина «многоуровневые переговоры». И, кстати, эти вопросы мы ставили на Женеве. В какой части? Вот смотрите, до 2008 года Абхазия была стороной конфликта в переговорном процессе с Грузией. После 2008 года Абхазия перестала быть стороной. К сожалению, я сейчас не говорю, кто в этом виноват, однако мы отошли от тех принципов и согласились на те женевские дискуссии, на которых сегодня присутствуем в качестве, как бы вам сказать, экспертов, что ли. Я бы хотел напомнить, что все-таки Женева организовалась благодаря вот тому известному соглашению Медведева-Саркози, которое, кстати, давайте отметим, что Абхазия имеет совершенно косвенное отношение к 2008 году. Когда грузины на всех уровнях говорят, что у них конфликт с Российской Федерацией, давайте будем честны и откровенны. Они могут это говорить из-за войны в Южной Осетии и операции по принуждению к миру, когда российские войска реально вошли на территорию современной Грузии. Однако в нашей части никаких военных действий или жертв мы освободили Кодорское ущелье без единой жертвы, просто восстановили, значит, свой контроль над Кодорским ущельем, и никаких уж точно беженцев в Абхазии в 2008 году нет. Это вот что касается противоречия грузинской стороны, когда они говорят о 2008 году, когда они говорят, что у них конфликт с Россией, когда они говорят о беженцах. В Абхазии, если говорить вообще о беженцах или, скажем так, по-другому их еще называют, перемещенных лицах, то это все разговор войны 92-3 года. Если кому-то необходимо напомнить, я могу напомнить и о позиции того, значит, руководства, скажем так, соседней для нас сегодня союзника Российской Федерации, и тогда уж точно ни у кого не вызывало, скажем так, каких-то вопросов или сомнений, что мы были стороной конфликта, мы были, к сожалению, на тот момент одиноки в своих попытках отстаивать свою государственность и независимость, и какие преграды чинились сегодняшними организациями, как Содружество независимых государств, я говорю сейчас о блокаде и так далее, мы все прекрасно помним. Потому абсолютно не, скажем так, не сильны позиции грузин, когда они
пытаются перенести конфликт Абхазии и Грузии на конфликт грузино-российский. Это совершенно не так. Войну победил абхазский народ под руководством абхазского главнокомандующего и никого другого. Надо это, чтобы мы передавали поколениям, знали об этом, и на всех площадках мы об этом говорим. И в Женеве, кстати, эту тему поднимал. Более того, вот почему я говорю, что как я воспринимаю многоуровневые переговоры. Допустим, абхазская сторона из года в год требует того, чтобы была услышана на таких серьезных мероприятиях и организациях, как на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Вы знаете, что мы пытаемся по линии парламента Абхазии добиться того, чтобы в Европейском парламенте была услышана, скажем так, абхазская позиция. В ОБСЕ, чтобы мы имели возможность выступить и ответить на грязные, лживые заявления грузинской стороны. Это ведь, как сказать, это ведь игра в одни ворота, когда грузины на всех международных, подчеркну, площадках выступают, рассказывают свою версию происходившего, истории, скажем так, наших взаимоотношений. И все акторы мировые, представители разного рода стран не слышат абхазских ответов, не слышат абхазской версии. Потому для меня многоуровневые переговоры, я их воспринимаю следующим образом. Никто не говорит, что Женева сегодня единственная, к сожалению, подчеркну, на мой взгляд, к сожалению, это единственная площадка, где абхазская сторона может, значит, рассказать и предъявить свои аргументы как грузинской стороне, а самое главное, значит, мировому сообществу. Я хочу, чтобы таких площадок было больше. Потому я считаю, что мы должны наоборот всеми силами добиваться того, чтобы на разного рода международных площадках мы могли проводить переговоры и могли быть услышанными. Потому я, честно говоря, не совсем понимаю, откровенно скажем так, почему этот вопрос вызвал вот такого рода резонанс. Я еще хотел бы отметить, говоря, значит, о международных площадках, посмотрите, что случилось в нашем регионе за последний месяц. Я говорю сейчас о конфликте между Арменией и Азербайджаном, о Нагорном Карабахе, о том, как это все разрешается сегодня, пока еще не до конца разрешилось. Однако я хотел бы обратить ваше внимание на те предложения, которые уже звучат. Я говорю сейчас о выступлениях президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, который предлагает платформу 6. Это, значит, напомню, Россия, Иран, Турция, значит, Азербайджан и, возможно, Грузия, точнее, и, возможно, Армения, если она того пожелает. Пока, к сожалению, про Абхазию там не говорят, но я абсолютно убежден, что вещи, которые собираются обсуждать, а это и логистика, транспортная и так далее, разблокировка региона, она без Абхазии невозможна. И мы должны всеми силами добиться того, чтобы Абхазия была представлена на этой платформе и свои вопросы решала в кругу, скажем так, стран, представляющих регион, а это весь наш регион. Более того, я хотел бы не то что напомнить, а порассуждать немного в этом направлении. Кстати, мы говорим о подписании соглашения о неприменении силы, правильно, на каждом раунде женевских дискуссий. А вот представьте себе, если мы добьемся условно того, чтобы быть представленными на этой платформе региональной, и если будут ставиться вопросы по разблокировке, скажем так, транспортной инфраструктуры региона, то мы можем, заручившись поддержкой вот наших региональных соседей, добиться того, чтобы Грузию принудили к подписанию такого соглашения, потому что в ином случае Абхазия не будет участвовать в такого рода проектах. А эти проекты интересны не только одной стране, а всему региону в целом. Более того, недавно вот совершенно, значит, и Владимир Владимирович подтвердил интерес к этой инициативе президента Турции. Так что все в мире меняется, и в нашем регионе тоже. И я считаю, что если мы попадем на такого рода платформы в качестве представителей нашей страны, это еще один уровень, и это как раз о многоуровневости наших вот переговорных процессов, в которых будут участвовать и другие страны региона. Спасибо вам большое за очень важные и интересные комментарии. Спасибо вам, спасибо.
Кстати говоря, в самой Грузии концепция внешней политики Абхазии пока еще не стала предметом какого-либо серьезного анализа или обсуждения. Возможно, там слишком заняты набирающим обороты внутриполитическим кризисом. Дело в том, что к власти пришло, как выразились многие грузинские оппозиционеры, новое старое правительство. Ни одно министерское кресло не сменило своего владельца. Исключением стало лишь Министерство юстиции, и то потому, что министр ушла в депутаты, и на ее место пришел заместитель. В правящей страной партии «Грузинской мечте» такой подход называют оптимальным. Предыдущий состав правительства доказал свою эффективность, считают представители мечты. Наряду с новым составом правительства парламенту Грузии представлена и новая правительственная программа под названием «Строительство европейского государства», подготовленная Георгием Гахарием. Согласно проекту, Грузия должна продолжить шаги по укреплению демократии и стремлению к европейской и евроатлантической интеграции. Основная задача следующих лет – институциональная, экономическая и социальная подготовка страны к подаче заявки на полноправное членство в ЕС. В Грузии даже называют якобы точную дату вхождения – 2024 год. Под критическим обстрелом оппозиции вновь оказалась партия грузинского миллионера Бидзина Иванишвили «Грузинская мечта». В СМИ появилась информация о том, что якобы в очередной раз Иванишвили собирается уйти из партии и сойти с орбиты большой политики. И пока сторонники Иванишвили наперебой отвергали эту информацию и убеждали всех, что без Иванишвили партия понесет серьезные потери, более критично настроенные господа назвали все эти информационные вбросы очередной внутрипартийной клоунадой, цитата, «борьбой за золотую медаль между двумя клоунами». Напомним, чем вызван такой скептицизм. Дело в том, что в 2013 году Бидзина уже уходил в кавычках из большой политики, громко хлопнув дверью и с намерением впредь занять себя укреплением гражданского общества Грузии, а потом вновь вернулся в 2018 году. И потому теперь некоторые наблюдатели шутят, что для Бидзина Иванишвили есть время уходить и время возвращаться. Ну а на сегодня это все новости, которыми мы хотели поделиться на этой неделе с вами. Продолжим для вас следить за всем интересным и важным, что происходит вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.